Делаю опару для завтрашней выпечки. Значит, наливаю 300 мл воды, теплой воды, дрожжи 2 чайные ложки, сахар половину столовой ложки. Все размешиваем. И сюда добавляю немножко муки. А уже завтра с утра будем уже замешивать потом тесто. Но я здесь примерно беру муки. В доме у нас тепло, и я вот эту опару оставляю прямо здесь на столе. Ну, вот такое жиденькое тесто получилось. Это оставляем здесь, закрываем крышкой и пусть стоит ночь на столе. У нас уже утро. На ночь я приготовила опару. А сейчас будем месить тесто. Сюда добавляем соль. Добавляю яйца, но только желток. Так мама учила. Да и бабушка также делала. Раньше продавали желток, порошок для выпечки. Вот бабушка пользовалась вот этим порошком раньше. Так, сюда же добавляю майонез. Две ложки достаточно. Масло растительное. Немножечко дрожжей добавлю. И кладем муку. Замешиваем тесто. Добавляем потихоньку муку. И делаем до готовности.
И оставляем на 2 часа. Поставим на теплое место. Пусть поднимается. Все, тесто готово. Так, тесто у нас поднялось. Отодвигаю пока сюда. И будем делать пирог. Пирог из... Ну, я бы сказал, не пирог, а пироги такие. Коми-пироги. Ну вот у меня вчерашнее оставшее тесто, ржаное тесто еще осталось. Вот, не знаю, сколько выйдет, 2-3 пирога. Но будем лепить. А что останется, будем делать колобки. Ну, пироги, я бы вам сказал, что пироги это тоже комбинационные пироги такие. Основа такая ржаная корочка из ржаной муки. Ну а сверху не просто тесто уже как на шаньгах, а именно сдобное тесто. Вот. Это все, как и на шанге, тоже раскатывается, делится на части. И делаем форму такую овальную. Я забегаю вперед, потому что я это все прекрасно знаю. Это наша любимая еда с детства. И, конечно же, могу даже рассказать наперед. Маша не успевает готовить, мне болтать-то легче. Вот. Начинка будет для пирогов вот это тесто. Так, сдобное тесто такое. Очень вкусное. Тоже особенность этих таких пирогов. Ну, у нас называют по-коми. Может, это кто-то не согласится, что это, мол, не пироги. Но у нас бабушки, мамы называли их пироги. Щеткоркая пирог. Щеткоркая пирог. Есть шидеса пирог, есть, то есть крупой, есть вот на сдобном тесте. На сдобном тесте это очень-очень такие пышные должны получиться, во всяком случае. Классика этих пирогов таких, что они это пышные и овальные. Вот. Как лодочки типа. Сзади, друзья, у нас стиральная машина, которая воняет пластиком невозможно. Аж прям я сижу и у меня голова аж кружится. Не знаю, сможем ли поменять. Ну, немножко решил вот так поснимать. Маша уже показала, из чего состав сдобного теста, дрожжевого теста, дрожжи, майонез, как всегда. Ну, здесь у нас остаток ржаного теста мало, да? Получается, что тесто дрожжевое останется. И из этого теста, как сказала Маша, будем делать колобки. Я бы добавил наши любимые колобки, потому что это очень вкусно всегда. Это с чаем я вот действительно колобки не может убежать колобок, как сказка. Я его успеваю скушать. Такая прекрасная это самая. Ну вот Маша делает форму такого пирога. Тоже тонюсенькое тесто. Удлиненного, форма овала. А когда будут защиплять края, оно получится как лодочка. Ой, стиральная машина так шумит. Прям. Тесто поднялось и пришлось вот заняться. И стиральная машина вот и работает. Да, ну, мы думали, что успеет стиральная машина постирать до того, как тесто поднимется, но мы не успели этого. Конечно, и стиральная машина еще там по времени долго еще будет стирать. Также по классике немножко припыляем наш противень. У кого там силиконовые, этим говорят, не надо возиться. У нас пока все по старинке. Железный противень, мука. И вот такое раскатанное тесто. Видите, она в длину. Сюда 2 штуки всего влезает, я смотрю, да? Да. Ну, сейчас вторую Маша сделает, а я потом уже включусь. Ненамного отключусь. Ненамного отключусь. Все как и обычно. Раскатываем тесто. Придаем форму, вернее. Сначала руками, потом скалкой,
утончаем. И тоже эта корочка ржаная должна быть очень тонкая. Очень-очень тонкая. Основание наших пирогов, друзья, готово. И сейчас Маша кладет такое сдобное вот это тесто дрожжевое на эту корочку ржаную и будет распределять по всей, что ли, площади вот этой корочки. Оставит края для защипывания. Это тоже, можно сказать, коми-национальная тоже выпечка такая. Вот. Распределяем так вот в форме такой лодочки. Ну, как бы овал. Ну и повезло нам сейчас в этот раз сниматься. Стиральная машина, конечно, дает там жару нам. Осторожненько края такие слегка защипываем. Ничего не слышно, друзья, наверное. Там только один истребитель сзади жужжит и все. Я вам скажу, что это один из любимых, вот такой выпечки нашего народа, нашего края, Коми края. Особенно это вот бабушки наши пекли всегда на праздники, на церковные праздники, а затем уже и раньше же тоже и советские праздники тоже отмечали нормально так. И 7 ноября хорошо отмечали. И другие там праздники 1 мая, 9 мая. И всегда наши мамы, бабушки старались печь такие пироги. И всегда они тоже волновались, чтобы тесто поднялось, чтобы было пушненькое такое. Не обманывай, ведь, Маша, давайте. Все так же будет. Так, на минут 10 я положу на печку, пусть она у нас поднимается. Ну а пока поднимаются наши пироги, так называемые пироги, Маша, у нас тесто-то еще осталось дрожжевое, и смазывает наши формочки для колобков маслом растительным. И тоже будет класть сюда тесто и тоже на теплое место, и пускай немножко поднимутся снова. Ну, после того, как ты форму укладываешь, тесто оседает, надо, чтобы она восстановилась до того, как отправить в духовку. Тут дело тоже не хитрое, просто берем ложку, берем форму и кладем наши колобки. Не больно-то и много осталось после пирогов на колобки, но как раз для нас угоститься вкусным домашним хлебушком будет как раз самое то. Вот. Я люблю, обожаю эти пироги, конечно. Ой, пироги обожаю, но колобки я люблю больше всего. Больше всего я люблю картофельные шайнги и люблю колобки. Колобки горячие, разрезаешь их пополам, туда ставишь кусок сливочного масла, прямо вот когда с пылу с жару. Но все там пропитается этим внутри даже. И просто прекрасный вариант такой домашнего хлебушка. Все, в принципе. Потом эти тоже формы поставим в теплое место, и пускай они будут подниматься. Так. Наши такие пироги, они отдохнули немножко. Видишь, тесто восстановилось в формах. Немножко смажем сметаной. Сметана у нас разбавленная с молоком. Это для румяности, чтобы больше так красивше, чтобы были они.
Вот. И духовка уже у нас согрелась до нужной температуры. На этот раз духовку Маша поставила на 180 градусов. И, конечно же, при выпекании будет следить. Там, если что, жар подаст, если что, жар убавит, если что, убавлять уже не надо, это точно. Если что, на полочки переместить, например, со средней полочки на верхнюю. Но мы начинаем всегда со средней полки. Отправляем это все дело на среднюю полку на 180 градусов. Ну и в дальнейшем будем смотреть. Мгм. Остальная партия еще поднимается. Да, и так все партии будем так раз. И все будет готово. И будем смазывать снова сливочным маслом. Пока это все у нас выпекается, мы подготовим сливочное масло, тарелку и все такое. Вытаскиваем. 20 минут, друзья, у нас прошло. Вытаскиваем наш такой классные пироги. Смотрите. Это просто прелесть. Аромат дома, друзья, от деревенского хлеба нашего. Прям вот шикарно прям. Вот наш деревенский хлебушек. Такие пироги. Так выглядят они. Снизу корочка такая, смотрите. А сверху сдобное тесто такое. Ну и у нас еще вот вторая партия. Это уже на такой противень. Вот такой. Ну-ка, не смог, Маша, я заснять какие-то. Вот, да. Вот так же сделаны. Ну, просто уже не стали ждать, пока это все, чтобы раз быстренько и время не терять. И отправить тоже в духовочку. Эти пироги сразу смажем маслом. Так, это в духовку отправляем. Масло, друзья, не жалейте в эту выпечку. Мажьте. Все это на горячее будет пропитываться. Что сверху, что снизу. Что еще смазывайте. Вот такая корочка, смотрите, друзья, снизу. Знаете, эта корочка и придает особенный вкус. То есть ржаная корочка и белое сдобное тесто. Вот. Вкусное такое тесто. Видите, как все поднялось там. И обязательно укрывать. Укрываем. Ну, мы полотенце используем. Всё. И ждем вторую партию этого уже, друзья. Ну, наверное, все эти партии уже не буду снимать. Потом уже покажем, как колобки там получатся. Время дошло до колобков. Вот. Там у нас вторая партия. Ну-ка, Маша, полотенце раз уже. Вот. Вон там вторые пироги. 4 пирога таких. В общем, получилось. Вот. Это из второй партии я уже, как вытаскивать, не стал показывать. Но то же самое. Румяненькие, с ржаной корочкой. И очередь наша дошла до колобков. Обычно колобки так-то мы не смазываем, но Маша еще раз и для такого яркости решила и смазать колобки. Обычно мы не смазываем никогда, да, Маша? Ну, потому что там еще сметана осталась с молоком разведенная, да. Почему бы и не помазать? Ничего такого, как говорится, кашу маслом не испортишь, да. Все будет вкусненько. Но я вот, друзья, вот не могу передать аромат в доме, но это просто чудесно, просто чудесно. Прям вот аппетит уже разыгрался, будь здоров. Хочется... Все знают, да. Когда что-нибудь готовишь, печешь. Пекут, да. Всегда в доме стоит такой аромат. Аромат очень вкусный. И хочется холодного молока с горячей булочкой. И я люблю вот сладким чаем, я молоко не пью. Так, вот и наши колобки отправляются. Все, ждем, друзья, ждем. И будем потом пить чай. Вкусный Вкусный. и с вкусной выпечкой. Выпечкой. Вообще замечательной выпечкой от Маши. Так, время и для колобков наступило, так сказать. Вытаскиваем из духовки наши колобки. Сейчас покажем поближе, Маша поставит.
Вот такие румяненькие тоже. Разрумянились. Вот так. Сейчас быстренько с формы вытащим. Тоже смажем сливочным маслом. Ну что, друзья, по традиции мы будем, конечно же, это все пробовать на камеры и покажем. Ну, у нас вон там колобки. И колобки мы уже, друзья, мы вам показывали, какие они получаются и какие они вкусные. Это все уже мы показывали. И я показывал, и с Катериной, и Маша. А у нас самое главное вот этот пирог. Хлебушек домашний всегда ломаем. Вот какой он мягкий, этот пирог. Вообще очень-очень мягенький, пышненький. Все замечательно. Видите? Корочка мягенькая, все ломается. Хлебушек такой мы ломаем. Но я еще люблю, чтобы маслице туда внутрь. Ароматно? Домашний хлеб, он ароматен. А если еще и в печке это все делать, конечно же, это будет 1000 раз вкуснее. Но ароматнее. Печка дает все равно такой аромат особенный. Ну, здесь тоже очень-очень вкусно. Потому что это домашнее. Кушать часто не будет. Это пышное, как Маша говорит. Кушать. Кушать, ческит, не будет. Пышное, вкусное и мягкое. Вот такая выпечка у нас, друзья. Замечательно. Прям замечательно. Домашний хлебушек такой. Пироги с дрожжевым тестом на ржаной корочке. Как бабушкины, все равно у нас уже не будем кушать. Да, как мама у меня тоже уже не печет, она тоже славилась вот этими пирогами. Очень вкусно мама пекла, и очень вкусно у нее получалось эти пироги. Прям. Но она использовала очень много, использовала тогда, корова своя была, пахта была, пахту использовать надо для сдобы. Вот, и там сыворотку, пахту и все такое. И вообще получается, что из пахты вообще выпечка получается очень вкусная. Маша, да, я тоже укушу вот этот кусочек мне, дай, пожалуйста, как он будет. Ничего себе. Прям как хлебушек, но он тает во рту. Вот именно ржаная корочка придает такой особенный вкус этому пирогу. Ну, у нас называют это пирог. Вы можете назвать это просто хлебушек. Домашний хлебушек. Но, уверяю вас, он очень вкусный. Именно вот он подходит не просто, чтобы кушать там супы или что ли, а именно как выпечка. С чаем, с молоком. Замечательно. Еще хочу. Еще хочу. Все. Прям целый кусок в рот запихал. Даже разговаривать уже сейчас тяжело. Маша еще добавок ломает. Не быть ческит. М. Пуф. Прям очень мягкий пирог. Вот так. Значит, получилось. Пеките так домашний хлебушек, и вам понравится, друзья. Вот точно ржаная корочка придает этому пирогу такой вкус, необыкновенно вкусный. Этот пирог абсолютно не сладкий. Кто не любит сладкие пироги, как раз советуем. Вот смотрите, как они, все красавцы. Как на подбор. Домашний хлеб. На этой вкусной нотке, друзья, закончим наш ролик, наше видео. Вот. Пеките так, пеките вместе с нами, пеките лучше нас. Всем пока, до новых рассветов, и пускай они всегда будут у вас добрые. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Мы вас ждем, мы вас любим и будем всегда рады видеть ваши комментарии. Это значит, что вы с нами.